В Башкортостане в 2020 году 2098 фельдшерско-акушерских пунктов. Более половины из них нужно реконструировать. И еще 406 ремонту не подлежат. На их месте появятся новые. Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Таштамак Аургазинского района построили достаточно быстро. К сдаче установили необходимое медицинское оборудование. Пациенты – жители двух деревень – Таштамак и Усманово. Открывает ФАП глава Башкортостана Ради Хабиров. Спасибо. Дорогих гостей встречаем, хлебом, солью угощаем. Хайырлы күн, хөрмәтле кунактар. Урысынза китсейл дымыр хаклы тыванзем. Попробуй. Спасибо, да. Здравствуйте, наши уважаемые гости! Сегодня нам всем предстоит быть свидетелями важного события – открытия замечательной деревни Таштамак, фельдшерско-акушерского пункта, построенного в рамках национального проекта здравоохранения. Дорогие друзья, уважаемые гости, слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые жители деревни Таштамак, аургазинцы. Вот, честно скажу, просто хотелось получить какие-то положительные эмоции. Дай, думаю, в гости к вам съезжу и приеду на открытие ФАПов. На все открытия ФАПов не наезжусь. В этом году мы вводим 108 ФАПов вот по всей нашей республике. И до 2024 года мы договорились, все старые ветхие ФАПы мы заменим. Кстати, в Аургазинском районе мы вот за 2 следующих года должны построить еще 9 новых ФАПов. А в этом году, если я не ошибаюсь, мы 5 ФАПов вам построили. Да? Поэтому это не просто на самом деле, это очень важно. Мы хотим возродить сельскую медицину, чтобы вам для каких-то, может быть, таких первых обращений помощи было куда пойти, чтобы был опытный фельдшер. Я знаю, что у вас очень опытный фельдшер здесь работает. Вот удивительный человек. Мы вот сейчас посмотрим с ней, пообщаемся. И, конечно, низкие поклоны и врачам, и фельдшерам. А вам, дорогие наши жители, вообще большое спасибо. Вот я еду сейчас по району. Район красивый, ухоженный, поля засеяны. Мы постараемся с своей стороны сделать все для вас, чтобы все-таки вам комфортно здесь, в селах жили, чтобы село наше жило, чтобы дружно такая замечательная деревня, вот и тут такой интернационал настоящий, как в Советском Союзе, да, когда-то и в нашей дорогой России. Поэтому всех поздравляю и спасибо, что вот с такой радостью мы с вами вот можем сегодня пообщаться. Большое спасибо, Ради Фаритович. Слово для поздравлений предоставляется главе администрации муниципального района Аургазинский район Идрисову Зуфару Евдатовичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемый Ради Фаритович. Мы рады приветствовать вас на Аургазинской земле. Сегодня у нас прекрасное событие. Мы открываем очередной наш ФАП, объект здравоохранения, который был построен за очень короткий промежуток времени. За последние годы, Ради Фаритович, очень большое внимание уделяется системе здравоохранения, и мы на себя ощущаем. В прошлом году в соседней деревушке за пригорком мы открыли украинская деревня Степановка, модульный ФАП. До этого татарская деревня Семенкин открыли капитальный аналогичный ФАП. Поэтому жизнь продолжается. Вот, и побольше бы вот таких радостных событий в нашей жизни. Большое спасибо, Зуфар Евдатович. Из рук заместителя генерального директора ООО «СБС Строй» Шерышева Александра Михайловича символический ключ получает фельдшер Таштамакского ФАП Тимофеева Людмила Витальевна. Большое спасибо. Пожалуйста. Очень рада. Спасибо вам большое. Уважаемые гости, приглашаем вас в новое здание фельдшерско-акушерского пункта. Тут у нас фельдшерская, акушерская, ой, детская. Я уж волнуюсь, извините, сколько детей? пожалуйста. А сколько детей у вас? Детей 135 у нас. Ух ты. Да, года 6 сейчас в данное время. Еще 2 должны родиться. Беременных 6 тоже. Ух ты, а сколько в деревне населения? Население 791. Большая деревня, да? Хватает, Здорово. да. Деревня большая. Обслуживаем 2 деревни, Таштамак и Усманово. 2 деревни. Всего по сельсовету 1200 людей проживает. Да. Но родилось сколько в этом году?
В этом году вот 5 детей Пять. родилось. Беременных Еще двое. сколько? Беременных 6. 6, вот 11 детей мы в этом году ожидаем. В этом году родятся еще 4 на следующем. Ну дай бог. А интернет есть, да? Проведен даже, да? есть, да. Все есть, ага, все. Все, весовой контроль работает. Да, Взвешиваем. детей взвешиваем. А что-то я батареи не вижу. Тут как отопление? Теплые А, полы. теплые полы. Теплые Да. полы, А да. прогреет, думаете? Ну, наверное, строители знают. Да. Здравствуйте. Вентиляция дополнительная будет. А, вот так вот, да? Ну, чтобы зиму выдержать там. Здесь процедурная, да? Процедурная. А, вот да, лекарства, да? Да, это синдромная терапия, на первую помощь. Тут еще не все, мы еще... В аптеку в Толбазы ездят, да? Да, толбазы. Ну, у вас какие-то лекарства, в общем, есть, да? Да, А, есть. неотложное что-то. А вы здесь капельницу можете ставить или нет здесь? Нет, но если только вот Ну, что-то экстренное, да? экстренное, а так нет. А так нет, отправляете туда. Ага. Тут вакцины еще мы не перевезли, пока... Ну, а люди-то ходят сюда, вот, пойдут, бабушки, наверное, да, ходят? Не только бабушки, Ага. и все И старый млад, и старый млад. С детьми приходят. Иногда просто поговорить, посоветоваться. Население очень хорошее, я их очень люблю. Общения не хватает. А вы сколько лет уже работаете? Я 33 года работаю. 33 года. Да. Вот здесь, на ФАПе? Ну, я начинала в Кумертавском районе работать. а так вот, так. Потом уже замуж вышла. Я местная, муж тоже местный. И вот Ну, в 33 никуда не года. собираюсь. Ну, вы, наверное, получается, ухаживали за младенцами, которые к вам уже приведут младенцев, наверное, так уже, да? выросли уже свои И дети, своих дети, да. семьи, да. Вот так вот, наверное, получится. А старый ФАП, он был какой, где его снесли? 73-го года рождения. Да. Да, вот здесь Он- А рядом. он уже... Бывший Трещина, здание стены, сельского трещина, совета, старый. да, старый. Здесь у нас акушерская. Акушерская, здорово. Гинекология, акушерская. Тут проводим профосмотр женщин, беременных, ну, беременных тоже. Только вот кушетку ставить некуда. Ну, там кушетка есть, все нормально. Туалет на улице, да, я вижу? Туалет есть на улице, есть и... А, ну и здесь тоже есть, да? тоже есть, Ага. да. Здесь туалет, здесь комната медперсонала, готовка. Здесь вот перевязочная. Водоснабжение, водозведение. Ага, все здесь есть. Светло, красота. Я очень рада, что довелось поработать перед пенсией. Да, не, вы еще поработаете. Вы уйдете куда нам? Мы молодежь-то не особо хочет идти, понимаете? Ну, пока Поэтому... поработаю, пока Поработай. здоровье позволит, я буду еще работать. Вот Максим Васильевич у нас еще наградные материалы представит, да? Посмотрите, вот, я говорю, вот этих людей надо представлять к самым высшим орденам, и они столько много делают. Ну, в принципе, все это, то есть. Но все это уже рабочие, вы уже начали Да, работать. всё, с сегодняшнего А сами вот дня. здесь живете, вам недалеко идти, да? Недалеко, Недалеко, да. Если что, кто-то пробежал ночью, постучал, да, от в ВСО. любое время. Ага. Никогда не отказываю. Ну вот село, оно так и живет, да, получается, вот за счет вас. Население я люблю. Работу тоже очень люблю. Буду Спасибо. еще работать. Здоровье Спасибо, позволит, мы, буду работать. я говорю, я сам радуюсь, что вот такие хорошие крепкие здания появляются, это лет на 50, вот оно будет работать. У вас в районе, получается, мы 5 штук, да? И, ну, вы успеваете вот 3 этих... Успеем? До Нового года Успеваете, до успеем. Нового года. У нас их- конец ноября. у нас всего 41 ФАПов. Из них Ну, вот три- это вот за республиканские деньги, это вот наша... Спасибо наш вам проект. огромное. Да. Спасибо. 6,6 миллионов с начинкой внутренней. А тут вот здесь вот мемориал какой-то и школа где-то рядом, да, здесь? А, вот, то есть и очень удобно. Мгм. А здесь штат у вас, вы одна фельдшер или санитарки еще есть на все-таки? поставке, да. Вот просто я говорю, вот на таких, как вы, вот нас село и держится. Поэтому Спасибо вам большое. Себя берегите, пожалуйста. Спасибо большое. Поздравляю вас. Вы тоже не болейте. Спасибо. До свидания. Ральфович, мы давно обратили внимание, что вы мимо людей интересных, мимо людей интересных не проходите. Нет, конечно, это люди, которые, это соль земли, вот эти люди, и на них все и держится.
Пап понравился? Очень понравился. Крепкий, надежный, хороший. Видите, чистенькая. Школа здесь хорошая. Все, есть все. Они здесь еще что-нибудь сделают. Спасибо. До конца 2020 года в Башкортостане ведут в эксплуатацию 108 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В Аргазинском районе в ближайшие месяцы установят еще 3 модульные ФАПа в селе Тукаево, в деревнях Старая Браево и Усманово. В ФАПах деревень Таштамак и Курманаево уже отмечает новоселье. Гость – глава Башкортостана Ради Хабиров. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня нам всем предстоит быть свидетелями важного события – открытия фельдшерско-акушерского пункта. Построено по республиканской программе «Комплексное развитие сельских территорий в Республике Башкортостан» и в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья. Я, во-первых, вот вижу и пожилых здесь людей пришли. Я всех поздравляю. Сегодня День пожилых людей, праздник такой. В этот день мы говорим нашим ветеранам добрые слова, желаем им крепкого здоровья. Я сегодня хотел сказать, что я сегодня подпишу указ о программе, большой программе, называем ее «Башкирское долголетие». Вот хотел вам чуть попозже о ней рассказать. Мы как-то в свое время, может быть, особого внимания не уделяли, а нам нужно возрождать сельскую медицину, чтобы нашим бабушкам, дедушкам, да даже мамочкам не надо было по каким-то таким незначительным вещам ездить сразу в районный центр или в Уфу. Поэтому вот большая радость. Я сегодня хочу сказать особые слова благодарности фельдшерам, сельским фельдшерам. Это особые люди, которые, по сути, наверное, определяют здоровье нашей нации, здоровье башкортостанцев. Долгие годы работают, и в стужу, и в холод, и в дождь. Они всегда рядом с жителями, и жители и днем, и ночью могут к ним постучаться, скажут, вот такая беда, помогите. Поэтому низкий вам поклон сегодня нашим дорогим врачам. Хотел, конечно, сказать спасибо, что у нас вы маски многие носите, маски носить надо. Спасибо большое, с праздником вас всех. Спасибо, Ради Фаритович. Это ваше, да, получается? Ага. Интернет есть у вас, да, здесь? Все, интернет есть, а? Ага. Обслуживаем 598 человек. Из них у нас 112 детей. Старший трудоспособный возраст у нас 257 человек. Фертильность 88 человек. Детей на этот год 5 родились, еще 2 беременных. Есть беременные, да? Беременные пока еще. Немного. Не можно хвастаться. Как Бурзенский район не можно хвастаться. Не можем. Что? Комфортнее вам здесь? Конечно лучше, старое да? здание было, деревянное старое здание, зимой холодно, крыша протекать начала. Но здесь технологии там полы греются, получается? Да, это теплые полы, так как там же Таштамак, здесь теплые полы. Светло, все, мебель новая, работать. Спасибо вам большое. Вам спасибо, это вам спасибо. Это у нас процедурная, да? Или? У нас это процедурная, здесь процедурная тоже все новое, холодильник, микроволновка. А какими болезнями обращаются к вам? В основном у нас ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сопутствующие. Это пожилые люди, наверное, в основном приходят. Ага. Дети суются, слава богу, у нас таких болеющих нет. Или где-то кто-то поцарапался, наверное, съел, там кто-то пройдет. Ага. А так с машинами скорой помощи как у вас? Машины на сегодня 2 бригады скорой помощи работают. Практически они весь район обслуживают, успевают. Нагрузка достаточно средняя. Достаточно? Там вписываетесь вы здесь? По нормативу, конечно, положено 3 бригады. 3 бригады, ага. По количеству населения. Здесь работаем в рамках централизации нашей скорой медицинской помощи. Такие карманы. Чтобы, если что, деревни, которые ближе к Давлекановскому району, чтобы приезжали, Давлекановские забирали, да? Здесь как раз на границе. Именно так. Здесь некоторые такие перекрестки. А технику новую-то вам давали? Давали. В прошлом году с ваших рук получал ключи. Хорошая, нормально, да? Автомобили мы по скорой помощи отдали. В этом году для
муж ЦРБ, по оборудованию мы поставили и информационные системы, компьютеры, рентген поставили, аппараты ИВЛ. Сейчас еще будет поставка аппарата ИВЛ. Плюс также были проведены ремонтные работы на сумму 6 миллионов. Это у нас инфекционное отделение, женское, детское отделение. Да. То есть планово идем, очень хотелось бы... Кадрами обеспечен, Раиф Харитович, нормально. У нас как с кадрами это у вас? Сегодня 67 врачей работают. Мы в этом году приняли 7 врачей, специалистов еще раз, и еще дополнительно. И вот до конца года еще 4 договоренности имеются. Последний врач должен приехать 2 ноября. Как завлекаете их? Ну, на общих основаниях земельные участки мы выделяем. Так ведь? Земский доктор, в первую очередь. Они получают деньги? Да. Их сколько было у нас? 40. Сначала 40 врачей приехало, но, правда, сегодня осталось 27, отрабатывали и уехали. Из 40 27 обосновались в Столбазах. Ну, уже хорошо, конечно. А у вас санитарка есть, МФС? Есть, да? То есть санитарка есть? То есть... Они вдвоем, мы вдвоем. Так? А вот у вас сколько в районе всего ФАПов? 41. Во всех ФАПах есть фельдшера или каким-то... У нас 100% комплектация сегодня. Ну, здорово, здорово. Наверное, вот фельдшера, вот так же, как Эльмира Фаинсовна, наверное, долго работавшие, да? Не секрет. 15% возраст предпенсионный, пенсионный, конечно. Но вы поработаете еще? Заслуженные есть или нет? Я знаю. Вот, тоже, пожалуйста, наградные материалы. Мне, вот, Теперь уж будем работать. Раиф, не секрет, но зарплата получает около 30 тысяч рублей. Хорошая зарплата, да. Для сельских мест. Конечно. Работайте побольше. Мы, вот видите, условия будем создавать, да, вот прям вот, чтобы... Тот же самый проект одинаковый. Все удобства. Ну вот рабочий проект, да, вот, получается, вот мы... В принципе, вот. Цена-качество сопоставимая, тем, что тут еще территория подешевле, потому что здесь коммуникации были ближе, поэтому было меньше затрат. Здесь в районе вот молодцы. И 3 модульных ФАПа еще в ноябре будет. Да. Там доля софинансирования наша есть муниципальная. Мы наследили тут немножко. Да, ничего. Больше не будем. Один раз. Главное, чтобы вы работали, чтобы люди не болели поменьше. Постараемся. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы уж извините, что я вас с Уфы вот сюда тоже пригласил. Кого с Уфы, кого с других. Ну, посмотрите, вот, чтобы вы тоже видели, что... Да, я тоже очень вас рад видеть. И, значит, сразу скажу одну хитрость. Я почему маски не ношу? У меня высокий уровень антител. Все, я не заразный, абсолютно не носитель, поэтому я дисциплину соблюдаю. Но вам, конечно, вот маски носить надо. Поэтому я что хотел, вот, ну, первое, Валерий Михайлович, вашу огромную армию, вот всех поздравить с этим днем, с Днем пожилых людей. Я тоже думал, ну, вот как бы мне вас поздравить. Но я думаю, поздравления, слова это слова, лучше добрые дела наши. Вот сегодня вот наши добрые дела, я говорю, медицина. А вот ФАПы, они нужны пожилым в большей степени. Ну, младенцы, где есть дети, а так ФАПы вот для пожилых. Поэтому строим, будем строить и так далее по медицинским учреждениям. Но 2 вещи, я просто даже 3 вещи хотел сегодня сказать. Первое, по коронавирусу. Очень прошу, чтобы вы дали какой-то сигнал вот, вашим организациям общественным, пожилым нашим людям, чтобы они все-таки чуть побереглись. Я, значит, уже сегодня подписываю изменения в распоряжение в указ о повышенной готовности. Я там попрошу, рекомендую пожилым людям, вот 65+, воздержаться, ну, то есть такой режим самоизоляции. Рекомендую. Это не запрет, потому что все-таки люди сейчас и работают, и не хотим мы людей больше пугать этими изоляциями. Ну, пусть они позаботятся. Но вот уж, пользуясь случаем, я сегодня, я говорю, подписываю указ, называется «Башкирское долголетие». О чем он, этот указ? Цель какая? Вот, ну, много же программ есть. Вообще вы знаете, да, что у нас продолжительность жизни средняя вот 72, с погрешностью. К 2024 году в рамках национального проекта мы должны жить до 76 лет. Вот это вот продолжительность. А есть программа, чтобы еще такое здоровое долголетие. Оно вот у нас сейчас 61, а мы хотим, чтобы люди до 65 жили здоровым долголетием. Поэтому какие мы вещи делаем? Первое. Значит, в рамках вот диспансеризации, которую мы проводим, единые дни диспансеризации, мы установим там серебряный час. Это что значит? Это вот пожилые люди знают, что вот в этот промежуток времени, час это условно называется, он может быть 3-4 часа в этот день,
Пожилые люди приходят, и только для пожилых, чтобы в одной очереди не стояли те, кто с завода пришел, и те, кто пожилые. Я думаю, что это вот, ну, людям удобно будет. То есть вот это вот первый элемент, который мы делаем. Второе, значит, в крупных медицинских учреждениях, вот районных центрах, при поликлиниках, мы создадим такие, ну, как их лучше назвать, такие медицинские, что ли, центры именно для пожилых. Разъяснить о здоровье, какие-то дать рекомендации, начиная там да, то, что лектории мы делали. Вот это мы все возрождаем. Там еще будет и рациональное питание. Сейчас пожилые люди смотрят рациональным питанием и так далее. Третье, это вот наши поезда здоровья. Мы сейчас в деревню уезжаем, может быть, даже кто-то проезжали уже где-то, проезжали, да? Но он не просто поезд, он довольно, то есть там и оборудование хорошее, и УЗИ можно, и КГ, и эхо там, и так далее, и, значит, стоматологический кабинет, и офтальмолог, и вот специалисты. Поэтому эту программу мы будем особенно, ну, по периферии ездить. Второй большой проект, мы задумались о том, чтобы вот пожилой человек, вот вроде, я ведь тоже, кстати, пожилой, вот 55 уже ушел, получается, да? Вот. А чтобы люди дома, некоторые же дома сидят. И вот бывает, бабушка или дедушка всю жизнь работал и живет, например, где-то там в Баймаке, а в Уфе ни разу не было, и такое бывает. Или в Уфе живет, а ни разу в Шульганташ не ездил. Таких много. И мы такое вводим программу «Башкирское долголетие. Туризм». Что делаем? Она будет массовая везде. И глава за это отвечает. Мы массово будем ее делать. Несколько десятков тысяч людей, каждый вот пенсионеров будет. У нас пенсионеров много, конечно, почти вот 900 тысяч. Да, если 1/3 района пенсионеров. Да. А вот, значит, что мы делаем? Мы туда даем денежку. На что? На покупку автобуса, на гида. Ну и, соответственно, чтобы не платили деньги, если они приехали в какой-то музей. И единственное питание, чтобы все-таки дисциплина была, там, ну, 300-400 рублей уже пенсионер платит. Поэтому туристическая программа, она очень-очень большая будет. Потом третье, что мы там сделаем, это программа профессиональной даже подготовки, компьютерной грамотности. Вот она есть в рамках народных университетов. Мы будем делать сейчас по-другому немножко. Вот мы думали, как сделать. Мы будем брать сертификат и давать пенсионерам сертификат. С этим сертификатом пенсионер сам выбирает ту организацию или тот университет, где он пойдет, отдаст сертификат, и ему маленький курс покажет. Потому что, как бы это ни было сложно пенсионерам перестраиваться, вот даже нашим бабушкам, дедушкам, все равно в компьютер приходится заходить. Поэтому вот компьютерная грамотность – это одно из важнейших направлений вот нашей работы. Важнейшее просто будет направление. Профессиональная переподготовка, там еще есть один элемент такой в рамках вот наших колледжей, программы переподготовки. Она есть, просто мы ее расширим, поэтому я долго не говорю. По спорту, значит, что мы договорились сделать по спорту в этом указе? У нас есть спартакиада пенсионеров, она как-то проходила, знаете, как незаметное явление в нашей спортивной жизни. Это будет одно из самых заметных явлений. Может, новогодние семейные игры тоже пенсионеров снова? Можно, да, уже да, вот и такое может. Ну, вот, то есть там несколько пунктов. Значит, во всех теперь муниципалитетах, особенно в городах, начали. Вот мы же много делаем сейчас парков, скверов, но будем делать парки, скверы таким образом, чтобы это было для пожилых людей. Значит, при ФОКах будем создавать, где-то есть, где-то нет, но массово будем при ФОКах создавать группы для занятий, чтобы пожилые люди приходили. Ну и, конечно, и еще один вот момент, он тоже, кажется, нам нравится, когда вот пожилые люди, пенсионеры вовлекаются в волонтерскую деятельность, как ни странно. Потому что когда человек сам выходит, помогает, он сам укрепляет себя, он понимает, что он нужен еще обществу, от него польза есть. Вот, поэтому вот такую программу я делаю. Наша задача вместе с вами его там потихонечку доводить. Там какие-то другие вопросы, которые были, ну потом, может быть, вот в режиме ВКС с вами встретимся, уже по ним пробежимся и периодически будем встречаться. Вот такой вот. Спасибо. Да. Уважаемые ветераны, вам большое спасибо. Но у вас сегодня праздник, вы давайте отдыхайте, празднуйте. А нас дела ждут. Нас дела ждут. Поэтому мы говорим спасибо большое. Мы договорились. Да. Спасибо вам большое. Берегите себя. Всех вас поздравляю. От души берегите себя, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Давайте, с удовольствием. Давайте на фоне ФАПа, может. Ай-яй-яй-яй. Давайте. Оперативно. Я председатель, может, не первый раз здесь. Вы предупреждайте, давайте, девчата, предупреждайте. Снимаю. Спасибо. Праздником. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Спасибо большое.
Ауырмаңыз, иә ме? Ауырмаңыз. Мына вақыт болғанда келемін. Ezgina ushungina ko'rdingiz. Tubini tushirga kerak. Ярамын. Келесі келген келемін, иә ме? Рахмет, рахмет. Ауырмаңыз, иә ме? Рахмет sizga. Саулық сізге. Сау болыңыз, рахмет. ФАПы, которые мы сегодня открыли вот в 2 деревнях в Аргузинском районе, ведь у нас большая программа по республике всей. Да, но мы же называем ее, может, громко кому-то покажется, возрождение сельской медицины, но лично я ровно этим занимаюсь. Это сперва нужно материальную базу, конечно. Потом нам предстоит более сложная, наверное, задача. Это напитать наше село врачебными фельдшерскими кадрами, поднять их квалификацию в достаточном количестве лекарств. То есть мы решаем пока такую довольно тривиальную задачу, построить здание вот такое и так далее. Это проще. Саму систему наладить, которой мы все-таки не уделяли в свое время внимания, вот мы должны ее настроить. Вот пока так. Пока вот мы ездим по районам, строим. Вот в этом году я сказал, 108 ФАПов мы строим. Хотя вот план у нас до 2024 года, свой указ до 2024 года я выполняю пока. Каждый год 100. Вот. Но мы сейчас все дальше и дальше изучаем состояние ФАПов оставшихся, и у нас все больше цифры увеличиваются, которые надо менять. Так, вот до 2024 года это еще 400, да? Будем искать. Справимся, но я сегодня только с министром здравоохранения России говорил, потому что сейчас на подписи находится программа модернизации первички. Это очень серьезная программа, и мы там хорошо заявились, и наша заявка считается одной из лучших. Надеемся, вот и федеральные деньги подойдут. Проект «Башкирское долголетие», который сегодня презентовали, это что за проект? Ну вот я по нему уже объяснил. Это проект, чтобы жизнь... Знаете, две задачи. Первое, сделать жизнь человека дольше, чтобы он просто дольше жил. А второе, чтобы он качественно лучше жил. Понимаете? Не просто доживал, а жил. Глаза, чтобы горели, энергия была, здоровье было там, и попутешествовать немножко можно было там, получить какие-то новые навыки, быть адекватным современной жизни. Это то, что компьютерная грамотность, я говорю. Поэтому там очень много. Это большая программа, мы ее готовили. Я просто сегодня вот специально в День пожилых людей ее поздравляю всех и анонсировал. Спасибо.